Республика Саха-Якутия территориально занимает 1/5 часть России. 50% ее огромной территории находятся в арктической зоне, в пустынной и, кажется, безжизненной тундре. Но жизнь здесь всегда кипела, несмотря на тяжелые климатические условия. Северяне издавна занимаются охотой, рыбалкой, собирательством, и Господь благословляет их труд своим незримым присутствием. Якутская тундра пребывает под покровом Божьим, а стоящие там храмы, еще молодые, но уже намоленные, по праву вливаются в сокровищницу исторического наследия России. Село Чукурдах, центр Аллаиховского улуса, расположилось в живописном месте на высоком берегу Индигирки. Со всех сторон село окружено тундрой. Тундра и река – кормилицы здешних людей. Чукурдах по историческим меркам еще младенец. Населенному пункту всего 85 лет, и производства в нем нет и не было. Жители Аллаиховской земли рыбачат и собирают ягоды – голубику, смородину и, конечно, морожку. А за ценной рыбой сюда ехали даже из европейской части России и бывшего Советского Союза, а то и экспортировали за рубеж. Аллаиховский улус многонациональный. Здесь, в Арктике, живут якуты, эвены, юкагиры, русские, в том числе и уроженцы Русского устья, чье происхождение по преданию ведется еще от бежавших на север во времена Ивана Грозного новгородцев. Иерей Александр Воронов прилетел в Якутию с Украины. Сегодня он благочинный Северного округа Якутской епархии. Чукурдах он посещает примерно раз в 2 месяца. Чаще не получается. Специфика служения в Арктике, в первую очередь, она связана с тем, что тебе нужно успеть очень многое за короткое количество времени, пока ты находишься здесь на месте. Так же, как и в Старь, когда священник объезжал северные просторы на собачьих упряжках, проходил пешком многие сотни километров, и когда достигал цели своего путешествия, он совершал все таинства, богослужения, которые были необходимы, и те требы, которые насобирались за время его отсутствия. То же самое и сейчас, в течение 5-7 дней, которые я здесь нахожусь, я совершаю все таинства, все требы, которые необходимы людям. История храма берет свое начало с древнего поселка Аллаиха. Он находился на одноименной реке, левом притоке реки Индигирки. Здесь находился небольшой деревянный Преображенский храм. Известно, что в нем доводилось служить сподвижнику святителя Иннокентия, первому архиерею, епископу Дионисию Хитрову. Выдающийся миссионер, не боявшийся непогоды и тяжелых климатических и бытовых условий, владыка Дионисий трижды посещал эти труднодоступные края. Со временем река меняла свои берега, и берег обрушался. Поселок решено было закрыть, уже было советское время. Дерево в этих широтах в особом дефиците, поэтому храм разобрали и использовали для строительства школы. «Пришедший бы душамя именем Господним противляхся им. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне». Церковь Преображенская была, и, по сути, это предок нашего храма в поселке Чукурдах. Сегодня от храма остался лишь фундамент, но местные жители святое место не забывают и наведываются довольно часто. Рыбная ловля здесь не прекращается ни зимой, ни летом. Эрнест Рожен – алтарник храма Преображения Господня. В этих местах рыбачит круглогодично, бывает и в тундре живет несколько месяцев. Считает, что без Бога в тундру нельзя.
очень нужен. Потому что, если честно, очень трудно живем. Мы выживаем. Здесь в храме какое-то облегчение, хоть на кого-то может понадеяться, помолиться. Здесь спокойствие приобретаешь. Везде, я считаю, везде. Даже захожу, живу, храним в земле, там темно, бывает, что даже страшно. Но я же знаю, что Бог даже здесь. Нет такого места, что Бога нет. Бог везде, и всегда я благодарю Бога. Даже бывает не получается, все равно благодарю. Значит, за что-то или к чему-то. Староста прихода Ефросинья Аржакова перелистывает альбом с фотолетописью прихода и вспоминает, как в далеком 99-м году все начиналось. Начало нашего 99-й год, первая служба в Доме культуры у нас было. В 99-м году это у нас тогда ни молитвенного дома, ничего не было. И мы вот здесь начинали. Ну и потихоньку, шажками. Нас тогда было сначала 2 или 3 человек. У меня была староста прихода, да, нашего. Мы собирались у нее на квартире. Я вообще никогда и не была в церкви, и не видела вообще никогда храм там или что-то, понятия не имела. И мы сначала начали молиться у нее дома, и она проводила службы, новоначальные были. И мы ходили к ней домой. И потом, через 2 года мы нашли, там она как-то выбила, это был заброшенный склад. Евдокия Петровна Портнягина, старейшина православной общины, показывает молельный дом, в котором приход ютился все эти годы. Маленький, покосившийся молельный дом, тем не менее, имел все для богослужебной жизни. Прихожане старались заботиться о месте, куда собирались помолиться, даже когда не думали о будущем храме. Здание сохранилось и сегодня. Правящий архиерей Якутской епархии, архиепископ Роман, неоднократно посещал молельный дом. Молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о всей во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Каменный храм поселка заложили в 2012 году. Строительство в Арктике – дело очень сложное. Своего материала здесь практически нет. Люди испокон веков для строительства собирали принесенные рекой деревья, ведь в тундре лес не растет. Строительство из камня – дело дорогостоящее и трудоемкое. Необходимо учитывать все особенности вечной мерзлоты и экстремально низких температур. Но трудности чукурдахцев не останавливали. Православной Арктике была нужна постоянная молитва и храм так, чтобы на века. Прилетели священники, сказали, надо креститься. Я говорю, а зачем мне креститься? Мы-то люди были языческие. Ага, они говорят, а за детей молиться, а за родню молиться, а за поколение наше, которые не молились, кто будет молиться? Вот ты будешь молиться. Ну, я и пошла. Но, вот 20 лет мы уже крещенные, слава Богу, вот теперь мы, можно считать, практически христиане, может быть. Но до христианства, может, даже далеко, но где-то мы на краешке все-таки считаем, что мы стоим. И вот село, наконец, украшено золотыми куполами, а в тундру уносится колокольный звон. В праздник Преображения Господня 19 августа 2016 года состоялось Великое Освящение. В следующем году церковь отметит 5-летие, маленький юбилей. Сегодня храм живет полной приходской жизнью. Есть свой хор, состоящий в основном из прихожан, родом из села Русское Устье. Поэтому на клиросе звучит свой, самобытный русско-устинский напев, восходящий к глубокой старине. Троицы и животворящий Троицы. Во-первых, это пение не такое, вот как поешь песни на эстраде. Но это ближе к Богу, к звучанию ангелов. Вот это мне трогает самую тонкую ноту моей души.
Русско-устинцы, особая субэтническая группа, восходит еще к XVI веку. Считается, что их предками были казаки, крестьяне-поморы, а также новгородцы, преимущественно купцы, убегавшие от опричнины при Иване Грозном. С собой они привезли список иконы покровительницы Великого Новгорода, образа Божьей Матери Знаменье. И сегодня в поселке Русское Устье, в 120 километрах от Чукурдаха, стоит храм в честь иконы Знаменье, построенный в 2014 году. Удивительно, коренные жители этих далеких от городского шума мест смогли за многие века сохранить не только напевы и язык с лексикой и речевыми конструкциями XVI-XVII веков. Их особый говор не одно десятилетие привлекает внимание филологов, этнографов и других ученых. Сберегли русско-устинцы и элементы старинного быта, специфическую кухню, а главное – многие православные традиции. Даже в атеистические советские годы матери и бабушки продолжали благословлять, крестить на прощание детей и внуков. Действует при Преображенском храме и воскресная школа, которую с удовольствием посещают детишки поселка. Поскольку священники здесь бывают далеко не каждое воскресенье, дети учатся петь на службе мирским чином, хорошо знают ход богослужения и многие церковные песнопения. В этом смысле они, может быть, образованнее своих сверстников из воскресных школ в крупных городах. Ребята изучают закон Божий, рукодельничают, а после занятий непременно собираются за чаем с пирогами, обсуждают пройденное и общаются между собой. И какие бы волнения ни происходили в их подрастающих душах, какие бы личные кризисы им не приходилось преодолевать в будущем, какие бы сомнения не заронялись в их сердца, доброе семя в них уже заложено, и Бог даст, не пропадет. Когда приходишь в храм, это же настолько вот радуется душа, действительно. Тут спокойствие, и поэтому работать в храме – это одно удовольствие, да. Душа радуется, смотришь на иконы, молишься, прикладываешься, и, не знаю, вот, действительно, настолько все вот умиротворенно и радостно. Если бы я не пришла сюда, я бы не знала, чем бы я сейчас занималась, где бы я была, что бы я делала. Потому что храм действительно меня спас от многого всякого. Храм – это место не только духовного возрастания, но и покоя, отдохновения от рутины повседневности. Прихожане в отсутствие священника нередко собираются обменяться впечатлениями от паломничеств, в которых многие бывают во время отпуска, поразмышлять над страницами Библии и, конечно, вместе помолиться. Золотой купол тундры, храм Преображения Господня сегодня собрал возле себя большую часть поселка Чукурдах. Он красив и величественен, и когда звучит колокол, призывая на молитву, вся тундра вокруг словно оживает в любое время года.